Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Во время длительных майских праздников многие отправляются за город, соберутся в поход, устроят отдых на природе. По статистике, именно в выходные и праздничные дни резко возрастает количество пожаров. О соблюдении правил пожарной безопасности, особенно в такие дни, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Иван Сивцев, руководитель Департамента Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Иван Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начать хочу вот с чего. Какие правила в первую очередь необходимо соблюдать, отправляясь в лес, на дачу или просто на отдых на природу? Ага. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что в текущем году у нас с учетом природно-климатических условий на территории республики, за исключением земель лесного фонда, пожароопасный сезон у нас открывается с 6 мая. Сроки установления пожароопасного сезона в лесах у нас определяется с учетом средне-пятилетних значений класса пожарной опасности в лесах, а также схода снежного покрова. В текущем году у нас пожароопасный сезон в лесах открывается с 13 мая, это на территории центральных районов, и с 20 мая на всех остальных районах. С началом пожароопасного сезона, как правило, у нас лесопожарное формирование заступает на круглосуточное дежурство и организовывается соответствующий мониторинг пожарной обстановки на всей территории республики. В период действия пожароопасного сезона запрещается, во-первых, это разводить костры и использовать открытый источник огня на землях лесного фонда. Если же вы собрались отдыхать на природе с семьей либо с друзьями, прежде всего необходимо обратиться в местные администрации, уточнить специально отведенные места для отдыха. Такие места, получается, у нас до начала пожароопасного сезона определяются органами местного самоуправления. Например, в городе Якутске решением администрации городского округа определены это Кангаласский мыс и Покровский тракт, начиная с 16 километра по 20 километр. А какие меры будут применяться к тем, кто, допустим, отдыхает не вот в тех положенных муниципалитетами местах? Есть в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф. Это для физических лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, и на юридических лиц это от 100 до 400 тысяч рублей. Иван Андреевич, вот смотрите, даже если люди выезжают отдыхать в те специально отведенные муниципалитетами места, какие меры безопасности вы порекомендуете им соблюдать там? Прежде всего, рекомендуем неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности при разведении костров или мангалов. При разведении костров необходимо, при выборе места необходимо исходить от безопасного расстояния сухой травы, кустов, деревьев. Использовать, как рекомендация, рекомендуем использовать альтернативные, безопасные методы вместо открытого огня. Это такие, как портативные газовые горелки. Если костер ни в коем случае не надо оставлять без присмотра, и всегда перед собой иметь ведро с водой, огнетушитель для оперативного тушения пожаров. Если же случился пожар, возгорание, необходимо незамедлительно сообщить о пожаре в пожарную службу по номеру 01, это со стационарного номера телефона, 112, единый номер, и с мобильного телефона можно сообщить по номеру 101. До приезда пожарной охраны необходимо постараться удержать распространение пожара с помощью воды, земли, песка. И еще хотелось бы сказать, необходимо обратить внимание на метеоусловия. Сильный ветер
может способствовать быстрому распространению огня по природной среде. Мгм. Ну и самое главное, за собой мусор убирать после отдыха. Иван Андреевич, какие еще дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности органы госвласти принимают в период грядущих длинных выходных? Так, с учетом длинных майских выходных, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности республики с 27 апреля, то есть завтра уже, до 1 июня по всей территории республики объявлен месячник пожарной безопасности. В рамках месячника планируем провести целенаправленную профилактическую работу среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности, а также будут проводиться рейдовые мероприятия на неорганизованных местах. Кроме того, в случае ухудшения или повышения пожарной опасности органы государственной власти республики, а также органы местного самоуправления могут ввести особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности на определенных территориях. Мгм. О чем горожане и жители республики в целом должны помнить в период установления такого режима? Как правило, когда устанавливается особый противопожарный режим, устанавливается запрет посещения гражданами лесов, независимо от места устанавливается запрет разведения костров, сжигания мусора и иных отходов, и также усиливается работа контрольно-рейдовых групп с привлечением государственного пожарного надзора и органов внутренних дел. Кроме того, хотелось бы отметить внимание на то, что в период действия особого противопожарного режима предусмотрено, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен повышенный административный штраф. Это для физических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц эта сумма будет составлять от 600 до 1 миллиона рублей. Мгм. Иван Андреевич, давайте поговорим о чем. Еще одна любимая весенняя забава, в кавычках, конечно же, забава, я говорю, это сельхозпалы. Многие не только на дачах сжигают свою сухую траву, но и в обширном поле, на своих угодьях. И это не секрет, что сельхозпалы часто являются причиной ранних лесных пожаров. Давайте напомним, почему они опасны и какая за это ответственность грозит. К сожалению, несмотря на установленный запрет проведения сельхозпалов, у нас многие люди считают, что проведение сельхозпалов это безопасно. Часто огонь переходит на земли лесного фонда, объекты экономики, земли населенного пункта, причиняя значительный ущерб. На днях уже зафиксированы первые случаи сельхозпалов. Это в Амгинском районе и Усьмайском районах. Виновные лица оперативно установлены и, соответственно, будут приниматься соответствующие меры согласно законодательству Российской Федерации. Никаких последствий пока фатальных эти первые сельхозпалы нам, надеюсь, не принесли. Успели их оперативно локализовать? У нас вопросы подготовки пожароопасного сезона находятся на особом контроле у руководства республики. Уже завершение прошлогоднего пожароопасного сезона уже начали подготовительные работы. Все силы и средства пожарной охраны, лесопожарное формирование уже реагируют оперативно. У нас мониторинг производится с помощью космических аппаратов. Сразу при выявлении термоточек направляются созданные маневренные группы в муниципальных образованиях и оперативно организовывают тушение пожаров. Поэтому удалось ликвидировать сразу после обнаружения пожара. Иван Андреевич, в продолжении все-таки темы лесных пожаров, накануне глава Якутии Айсан Николаев в рамках своей прямой линии отметил, что у нас ждет непростой лесопожарный сезон, высокие температуры, мало осадков. Каковы все-таки основные причины пожаров в лесах? Как показал анализ прошлого пожароопасного сезона 2023 года, основной причиной 76% это у нас из-за природных явлений, это прежде всего грозы.
И 24% это все-таки остается человеческий фактор за счет неосторожного обращения огня. Мгм. Ну вот я, насколько понимаю, Министерство по гражданской обороне и обеспечению безопасности населения давным-давно готовится к грядущему лесопожарному сезону. Какие меры были приняты и кто у нас будет задействован в случае возникновения внештатных ситуаций? Ну вот, учитывая то, что органы местного самоуправления являются первой линией защиты населения, мы вот с прошлого года провели методическую консультативную помощь для органов местного самоуправления. Были проведены соответствующие семинары для ответственных работников. Во взаимодействии с органами местного самоуправления в текущем году запланировано обустройство населенных пунктов. Это прокладка, обновление минерализованных полос, там свыше 1000 километров, и противопожарные разрывы более 600 километров. Кроме того, вчера Асен Сергеевич тоже в прямом эфире говорил, вот в текущем году, также и как в предыдущие года, у нас будет задействован самолет-зондировщик для искусственного увеличения осадков. И вот с 15 мая уже планируем при климатических условиях уже будем начинать увлажнять территории. Причем важно, что зондировщик наш. Собственно. Зондировщик наш, и еще в июне будет второй самолет. Это самолет Росгидромета Як-40. Ну, в общем, мы в полной боевой готовности, Да, так скажем. полная боевая. В заключение хочу все-таки поговорить о правилах, что нужно помнить, посещая лес, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций. Ну, чтобы не стать причиной возникновения природного пожара, прежде всего необходимо разводить костры только в специально оборудованном месте. Не бросайте горящие предметы, такие как спички, непотушенные сигареты, сухую траву и на лес. Ну, Иван Андреевич, благодарю, что пришли к нам сегодня в студию. Надеюсь, что пожароопасный сезон нас ожидает, по крайней мере, спокойный. Будем надеяться, что все меры, которые приняли в течение предыдущего сезона, будут действенны. Спасибо. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.